Вечером 5 апреля в Оренбургской области, близ города Орск, прорвало защитную дамбу. Вода хлынула в город. Через 2 дня прорыв еще одной дамбы. И в зоне подтопления оказались тысячи домов и дворов. Тысячи семей спешно покинули свои дома, успев захватить только документы и накинуть верхнюю одежду. Утром 8 апреля в Якутске был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Оренбургской области. Республика наша часто попадает в зону подтопления, когда идут паводки. Это практически ежегодно происходит, просто масштабы очень разные. И мы всегда видим, что когда нам сложно, многие регионы нам помогают, люди нашей страны. И я считаю, что это правильно, что сегодня, когда сложно в Орске, когда тысячи домов пострадало, более 6 тысяч человек эвакуировано, мы тоже должны оказать помощь далекому для нас, наверное, субъекту. И, конечно, люди, которые там сейчас в такой ситуации, они, наверное, любая помощь им будет, которая оказана, она, конечно, для них очень важна. В силу того, что я много лет курировал вопросы чрезвычайных ситуаций, сталкивался с такими вещами, я знаю, что средства первой необходимости нужны. Матрасы, подушки, постельное белье, какие-то вещи, продукты питания, может быть, личной гигиены. Это, конечно, помогает в первое время. Но якутяне всегда были людьми, которые относятся добрососедски, и у нас поддержка всегда внутри республики в отношении других людей присутствует. Поэтому я уверен, что жители нашей республики присоединятся к нашей акции и окажут помощь пострадавшим в городе Орске. Буквально через несколько часов после объявления акции в Центр сбора помощи начали приносить первые посылки. В числе первых на призыв откликнулись представители волонтерских движений. Мы услышали, что был потоп в Оренбургской области и решили помочь. Мы всегда приходим на помощь пострадавшим, кто едет за республику на лечение, и пострадавшим от стихийных бедствий всегда помогаем, пожар и потоп. И мы решили помочь. В первую очередь, конечно, пострадавшим нужны для отдыха и подушки, и одеяло, и мы решили купить подушки и привезли. Все прекрасно знаем, что никто не застрахован от таких природных катаклизмов, и в такие трудные моменты нельзя оставаться равнодушным. Нужно помогать друг другу, нужно помогать, получается, нашим братьям. Все равно мы являемся частью одной общей нашей страны. И сейчас мы тоже присоединились к данной акции и принесли тоже гуманитарную помощь для этой акции. И сегодня хотелось бы призвать всю молодежь нашей республики, все подрастающее поколение, активную молодежь, чтобы они присоединялись к подобного рода акциям, в том числе именно и в данной акции, чтобы проявляли свою неравнодушность к происходящему. Общественные движения и организации также не остались в стороне. Кинули клич среди своих сторонников и закупили товары для гуманитарной помощи. 7 числа я впервые услышала о том, что прорвало дамбу в Оренбурге и начало затапливать поселение. И в тот же день пришел призыв о том, что нужно помочь чистой водой. Начали собирать тогда сбор, мы тоже скинули, собрали, отправили сразу в тот фонд для чистой воды, чтобы снабдить людей. И вчера мы услышали, что прорвало вообще 3-ю линию дамбы. Увидели, что почти 20 тысяч населения остались под водой. Видеть, как топят дома, огороды. Это же очень важно для сельского населения. Мы всей душой с ними и пожелали присоединиться к этой акции гуманитарной помощи. И сегодня мы принесли подушки. Считаем, что действительно, когда у человека есть одеяло, которым укрыться, и подушку, куда положить голову, это очень важно. Важно для того, чтобы они успокоились, чтобы они почувствовали, что страна с ними.
На следующий день к акции по сбору гуманитарной помощи начали присоединяться предприятия и организации города и республики. Жители Республики Саха-Якутия не понаслышке знают, какие страдания и бедствия приносит стихия. И, безусловно, мы не могли остаться в стороне. Сегодня и профессиональное сообщество, и политические партии, и министерства, и ведомства, все население сегодня, безусловно, обеспокоено паводковой ситуацией в наших соседних регионах нашей страны. И безусловно, все жители откликнулись сразу же, своевременно откликнулись на призывы оказать определенную гуманитарную помощь. И сегодня для пострадавших от паводка регионам будет оказана помощь от жителей Республики Саха-Якутия. Сегодня более 20 организаций и предприятий города Якутска, Республики Саха-Якутия собрали посильную гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Оренбургской области. Работники здравоохранения очень хорошо знают, как чувствуют себя люди, пострадавшие от паводка. Поэтому и при сборе гуманитарной помощи медики в первых рядах. Так как наша организация непосредственно оказывает медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, при эвакуации пострадавших, при чрезвычайных ситуациях, мы очень близко восприняли эту ситуацию, которая произошла в Оренбургской области. Работа в чрезвычайных ситуациях напрямую связана с нашей работой, и поэтому мы четко понимаем, что это такое. И наша организация собрала небольшую гуманитарную помощь в виде продуктов питания для жителей Оренбургской области. Я сама из Верхоянского района. Да, у нас в нашем районе тоже был такой паводок очень сильный, да, несколько лет назад, когда вся республика на самом деле, да, помогала жителям моего родного района Верхоянского, конкретно города Верхоянска, когда было действительно большое затопление, вообще большое наводнение было, и люди остались, конечно, вообще практически без всего. То есть, когда люди, вообще это же стихийное бедствие. Да, люди, конечно, не ожидали, что это так будет очень быстро, а на самом деле вода подступала тогда очень быстро, и люди просто вышли, можно сказать, с документами и в той одежде, в которой, как сказать, которую успели там найти, срочно быстренько одеться и выйти из своих домов. Я видела передачи, которые показывали, да, из Оренбургской области, и на самом деле жители Оренбуржья, они тоже были также в такой же ситуации, в этой экстренной ситуации, когда надо было быстренько выйти, и они действительно остались абсолютно без ничего. И поэтому сейчас вот такой момент, когда мы, как говорится, помогаем, чем можем. В выходные первые рейсы с гуманитарным грузом из Якутии для Оренбургской области вылетели в Москву. Мы выполняем рейс по маршруту Якутск-Внуково, номер рейса 475, и вывозим вещи первой необходимости, помощь гуманитарную, авиакомпания «Якутия» выполняет. Мы по местам считаем, получается, по местам у нас 54, полтонны. Вес не такой большой, но объемный, много вещей там. Но это только первая партия груза. Желающих оказать помощь Оренбургу с каждым днем становится все больше. И если вначале под коробки с гуманитарной помощью выделили небольшой закуток в кабинете, то сейчас коробки выставляют и в коридоре, и в фойе. Чайники, матрасы, постельное белье, то, что люди могут отправить, одежды, физические лица это приходят. Сейчас очень много сбор идет гуманитарной помощи в предприятиях и министерствах и ведомствах. Поэтому я говорю, что это первая партия, которая сейчас будет авиакомпанией «Якутия» доставляться в Оренбургскую область. До Москвы дойдет, и там уже схема у нас отработана. И для Якутии не проблема доставить в Оренбургскую помощь эту гуманитарную помощь. В Улусах сейчас сбор идет, с районами работаем. Просто я говорю о том, что мы несколько дней буквально начали этот сбор для того, чтобы большие партии здесь не формировались, и чтобы помощь быстрее доходила до Оренбургской области, решили, что по возможности отправлять даже самолеты. Между тем, сбор продолжается. К акции активно подключились районы Якутии, где в местной администрации жители приносят необходимые вещи. Несмотря на то, что Оренбург и Якутию разделяют 1000 километров, мы граждане одной страны, и для нас чужой беды не бывает.